3 февраля в Пятигорске состоялось апелляционное судебное заседание Ставропольского краевого суда по делу так называемых лидеров ингушского протеста. Не попавшие на заседание ингуши рассказали, как развивались события, из-за которых их друзья и родственники оказались на скамье подсудимых. 32 тысячи га земли в то время, в 18 году, бывший глава республики передал Чеченской республике. Люди возмутились и вышли на улицу. Итак, малоземельные республики, плотность населения очень сильная. В связи с этим народ вышел на улицу, требовал справедливости. Люди спрашивали, надо же, чтобы людям сказать, какой-то референдум, что-то провести, как в нормальных странах это делается, демократически, чтобы людям сначала сказать. Ничего не было сказано. Просто взяли, они оба генералы, я считаю, там генерал, один генерал, другой академик, и вот им все можно, знаете. И вот мы с утра 26 марта и по утро 27 марта, весь день я там был, всю ночь, вот. И наоборот, вот Зариф, все там, вот кого сейчас, вот, кому дали шака, они все делали то, чтобы не было конфликта. Мы должны только мирно протестовать, вот. Просто это было, знаете, как с одной стороны, вот как провокация. Просто на нас они надвигались, что гвардейцы, что мы оттуда ушли, вот. Но мы говорили, мы стоим мирно, вот, голосуем. И самое главное, вот что люди говорили, как так, народу не сказав, их не земли, это же общее, народы, республики, взяли и просто отдали в пользу другой соседней республики. Вот больше всего вот это возмутило. При прохождении митинга не было не разбито ни одной лампочки, не было повреждено ни один столбик, ни одно здание, не побито ни одно стекло. Люди мирно митинговали, просили вмешаться российское правительство. Я находился в то время вместе с ними на этом митинге. Знаю, как себя вел каждый из них. То есть тот момент, когда все это было... Я с первого дня до последней минуты был там тоже. Тоже такой же участник, как и они. Но я сейчас на свободе, а мои друзья сидят на скамье подсудимых. Они ничего преступного и противозаконного, и противогосударственного ничего не совершили. Весь народ за них переживает, что все делают дуа за них, чтобы их быстрее освободили. Но народ видит, народ знает, не видит власть, не видит суд, то, что происходит. А вернее, видят, но не признают. И все-таки еще есть надежда хоть какая-то, что, может быть, отсиженных освободят. Вот, дай Бог. Поэтому вот, думаю, все-таки там есть надежда, что в Москве поймут, что так нельзя с людьми, своими гражданами поступать. Но мы надеемся, что будет справедливо, так как и раньше решения, которые выносились, они были абсолютно на ровном месте, без никаких доказательств и со всеми всевозможными нарушениями, но подтасованное дело, сфабрикованное. Мы надеемся, что справедливый суд пройдет. Мы надеемся на Всевышнего.